Три девицы под окном пряли поздно вечерком, но мы не стали ждать вечера, потому что утро вечера мудренее. И спектакли в кукольном театре начинаются очень рано. Так что, если ты хочешь стать ближе к искусству, то не спи допоздна. 88-й театральный сезон стартанул в Театре кукол сказкой о царе Салтане. Над этой постановкой трудился режиссер из Оренбурга и художник-постановщик из Нижнего Новгорода. Получилась весьма нестандартная коллаборация между актерами и куклами. Расскажи, что ты знаешь о сказке о царе Салтане? Я знаю, что эта сказка произошла в Советском Союзе. В библиотеках я видела книги и мультфильм. И в мультфильме я его смотрела в детстве. Мне он очень понравился. Прям очень сильно. Мне там понравилось, что там есть царь, и там очень много интересного происходит. Этот мультик мне очень понравился тем, что там разные происходят вещи. Все, конечно, хорошо, говорят девочки, но только сказка о царе Салтане – это не советский мультфильм, а произведение Александра Сергеевича Пушкина. Но перед тем, как войти в зал и приобщиться к великому миру искусства, зрители ожидают не менее зрелищное представление в фойе. Чем лучше кукольный театр обычного? Тем, что в кукольном театре тут не актеры, а играют куклы. И что тут проводятся всякие разные игры. К этому материалу Башкирский театр кукол обращается в первый раз. Подобной постановки нет ни в одном театре страны. Все потому, что спектакль выдержан в традициях народного и вертепного театров. Кто не знал, вертепный театр представляет собой большой ящик, внутри которого двухъярусная сцена. Этому жанру уже более 2000 лет. Как ты думаешь, почему нам нужно ходить в театр? Спектакль посмотреть и выходные провести. О чем бы ты хотел смотреть спектакли? Мне нравится, что тут показываются сказки. Для музыкального оформления спектакля использовались русские народные песни Смоленской и Костромской областей. В наших широтах такое не часто услышишь. Кстати, если вы не успели на премьеру, не печальтесь. В октябре эта постановка будет частенько в Театре кукол. Как вы думаете, а Пушкину бы понравилось? А хотя, какая разница, ведь зрители аплодируют, а шоу продолжается. Вероника Исмагилова, Руслан Бикбаев, специально для «Горы новостей».